специальная военная операция. Мой супруг работал в структуре ОМОНа, потом он уволился и работал сам на себя. Занимался машинами, скажем так, перевозкой опасных грузов. Как он принял решение пойти на спецоперацию? Видимо, шел он к этому давно. С начала вот военной операции он к этому, видимо, потихоньку двигался. А мне он сказал уже в последние дни перед отлетом, мы были в отпуске в Хабаровске, вот он мне сказал, что я принял решение, я к прилету домой, я ухожу на зону СВО добровольца. Улетели они 9 сентября 2022 года. Были они где-то под Ростовом. Они очень долго почему-то добирались, не знаю почему. И в итоге с Ростова они заходили за ленту. Где они были, я не знаю. Рассказывал, конечно, что и перестрелки были, и звонил иногда, когда выходили, и грохотало там, и что не мылись там по 3 дня, по 4 не могли, и в окружении были, из окружения там 3 дня выходили, и ночевали в каких-то курятниках, там, в складу каком-то с оружием, и в машинах ночевали. Ну, конечно, так потихоньку он рассказывал это все и говорил, что это довольно-таки... Ну, для него это как бы, наверное, была такая своего рода защита. Он старается не показывать свои эмоции, он довольно-таки скрытый человек и всегда говорит: все хорошо, все будет хорошо. Главное, верь мне, все будет хорошо. То есть и вас успокаивает, да? Он меня очень успокаивал сильно, потому что началась мобилизация, вот этот шум начался, вот эти начались паника у родителей, у друзей, у знакомых, а они уже были там, и был первый бой, когда уже были потери. И, конечно, он звонил, успокаивал. И когда был первый бой 24 сентября, они экипажем потерялись, то есть они ушли в другую сторону при этом. И я здесь вышла на связь с его ребятами и потихоньку вела его по телефону туда, где он находился, то есть вот такими этими. Самый запоминающийся момент — это, наверное, первый бой, когда мы знали, что есть потери, но не знали, кто. Вот это был страшный такой самый момент вот этого всего. Страх, непонятие, непринятие ситуации, отрицание. То есть все эмоции, которые человек и женщина может испытать, и вот я, наверное, тогда испытала, что как, куда, а ты, там опасно, там стреляют, а я, а дети, а бизнес тут, который есть. Вот как, а мы-то как будем, ты уйдешь, а мы как будем, а как ты там без нас будешь? Это вот, наверное, самое страшное было тогда, когда он сказал, что он уйдет. Я так и не успокоила себя. Я такой паникер, мама наседка, жена такая, которая прямо вот, мое должно быть все рядом, все прямо близко. И каждый этот момент, каждую возможность. Я не спала ночами, ждала любого смс-ки, любого звонка, любого сообщения. И каждый раз писала: береги себя ради нас, пожалуйста, береги себя ради нас, ты нам очень нужен. Вот таким потихоньку, но в любом случае спокойствия не было вообще. Мой супруг получил ранение, у него ампутация 1/3 руки, то есть у него осталось чуть выше плеча в левой руке. После лечения он прилетел домой. Мы прошли к ВВК, и ему поставили, что он не годен к дальнейшей службе. Ну, он человек очень позитивный. Он пытается прямо вокруг себя всех вот этим позитивом заразить, и никогда нет. Он понимает, у него есть дети, у него есть ответственность, у него есть супруга, поэтому ему приходится. Самый яркий момент, наверное, был за последнее время, это когда Вадима ранили, его привезли в госпиталь Санкт-Петербург, привезли его, сейчас не обману, 15 октября. И мы с ним разговаривали по телефону. Я купила билеты на 21 октября. Разговаривая с ним по телефону, в пятницу вечером я вылетала в Петербург. Уходя с работы, он мне пишет: ты на работе? Я говорю: да, но я поехала домой, говорю, я себя очень плохо чувствую.
И я понимаю, что он что-то там где-то юлит. Я же знаю своего супруга. И собираясь домой, значит, приходит молодой человек, доставка, и приносит мне букет шикарных красных роз. И я пишу своему супругу: большое тебе спасибо, очень тебя люблю. На что получаю ответ: что случилось, в чем я провинился. И мой супруг так загадочно, значит, сначала спрашивал, что. Ну, потом я говорю: ну, ты забыл, у меня есть камеры, я видела, кто принес цветы, даже если вы передали через третье лицо. Но он, находясь в Санкт-Петербурге, отправил мне букет цветов. Я приехала домой, говорю: я очень болею, у меня температура поднялась, я легла спать. А сама в это время уже сидела в аэропорту и летела в Санкт-Петербург. Кое-как я дождалась, прилетела в Санкт-Петербург. По питерскому прилетела поздно ночью, по якутску прилетела рано утром. Супруг, соответственно, меня не тревожил. И как только наступило раннее утро в Питере, я побежала в госпиталь. Я прибежала в госпиталь, ребята стоят на КПП, я говорю: ребята, меня мужа привезли к вам, мне надо встретиться. Они говорят: что, время 8 утра? Я говорю: ничего, ничего, ну выходной же, ну пожалуйста, ребята, миленькие, я его не видела столько, он ранен, мне, пожалуйста, надо. Он говорит: ну ладно, раздевайтесь, я вас сейчас провожу. И я снимаю капюшон и слышу сзади: да ну, да ну, да нет. И я понимаю, что стоит мой супруг. Я поворачиваюсь, и он стоит, держится так рукой за стенку. И головой вертит, как будто пытается смахнуть меня, как картинку со своего лица, как будто это не я. Я говорю: Вадим, родной. А он от меня отходит на шаг, на два назад. Я говорю: это я здесь. Он говорит: господи, ты... Я, говорю, думала, у меня галлюцинации начались после всего этого, увидев тебя здесь. Ты же мне 2 часа назад отправляла фотографии, что ты дома с детьми. Ну, конечно же, я же как жена военного приготовилась, сделала себе алиби, что я дома с детьми, отправляю ему фотографии. Вот, так, вот это, наверное, самый такой яркий момент, вот эти его эмоции. Вот когда он открыл свои эмоции, так прям он был настолько... Вот это вот прям, наверное, самое запоминающееся, последнее такое событие. У нас 3 детей, с 19 лет. И познакомились мы, как ни символично, 10 ноября, в День милиции. Мы можем переглянуться в 11 вечера и сказать, что мы хотим вкусно поесть. Мы можем переглянуться в 11 вечера, собрать детей и поехать гулять. У нас нет такого, у нас все спонтанно, скажем так. Ну, конечно же, праздники, семейные праздники, это да, это вот свято в нашей семье, любой праздник, независимо от того, это да, это празднуется вот. А так, вечерний ритуал у всех всегда одинаковый, это дочь с папой, сначала была старшая, теперь потом средняя, сейчас самая маленькая, у нас младшей дочери 5 лет исполнилось. Та папина дочь просто да нельзя, и поэтому копия папы, и у них такая какая-то своеобразная очень любовь, и поэтому они каждый вечер это вот время. Сейчас после возвращения домой супруг задумывается, что будет делать дальше, как восстанавливаться, вернется в бизнес обратно? А он еще, находясь в госпитале, вернулся в работу, в ту, которой занимался. Нет, он мужчина, независимо от ампутации, он мужчина, независимо ни от чего, он наш защитник, он наш добытчик, у папы есть своя работа, и папа будет работать. Нет. Не отказывается и нет? Нет, он не отказывался, и, наверное, я очень жестокий в этом плане человек, но я его не жалела. Не жалела его. Я говорила, что ты мужчина, ты должен, положено, значит положено. Даже с одной рукой ничего страшного, люди живут и становятся спортсменами и так далее и тому подобное, и ты можешь, ты сможешь, и ты все умеешь. По крайней мере, есть я, и я помогу тебе. Независимо ни от чего, у меня супруг пытается ездить. Он ездит на легковой машине, на автомате, он пытается ездить на большой грузовой машине. Потихоньку, да.